поселках Зырянка и Верхнеколымск одноименного района закончились ремонтные работы жилья и социальных объектов. Подробнее в материале Натальи Ломановой. 5 последних месяцев в Зырянке и Верхнеколымске шли ремонты многоквартирных домов и объектов социального назначения, пострадавших в июньском наводнении. Из-за высокой изношенности жилья многие аварийные дома строителям пришлось основательно укреплять, чтобы люди смогли в них комфортно прожить до предстоящего переселения в строящееся жилье. Сроки окончания ремонтно-восстановительных работ по разным причинам несколько раз переносились. Последний срок был назначен на 25 декабря, он же оказался фактическим. Отремонтировали 306 жилых помещений, это 57 жилых домов и 26 участков транспортной инфраструктуры и 8 объектов соцкультбыта. Это детские сады, это объекты клуб, это объекты школы и это детской и юношеской спортивной школы. Все объекты осмотрели члены правительственной группы под руководством Юрия Зайцева, председателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. А позже, во время совещания, установили сроки восстановления еще одного стратегически важного объекта Зырянки – причальной стенки грузового района Колымской судоходной компании. Она должна быть восстановлена до 1 мая. Предстоит также строительство нового моста на въезде в село Верхнеколымск. Проект уже готов. Наталья Ломанова, НВК «Саха», Зырянка.